Малала Юсуфзай, пакистанская девушка, прославилась на весь мир в 11 лет благодаря своему блогу, в котором она рассказывала о зверствах талибов, которые захватили деревню, где жила Малала. В 16 лет ей присудили Нобелевскую премию мира, сделав ее самым молодым лауреатом за всю историю. Сейчас ей 18, и она работает в Ливане, открывая там школы для девочек. Ирена Сендлер, врач из Варшавы, в годы Второй мировой войны работала в варшавском гетто, где ухаживала за больными детьми. С помощью различных хитростей, подлогов, подмены документов Ирена вывезла из гетто 2500 еврейских детей. Рискуя жизнью, она ввела списки спасенных и после войны разыскала практически всех, чтобы убедиться, что их жизнь сложилась хорошо. Мария Складовская-Кюри, великий физик и химик, единственная женщина в мире, которая была дважды удостоена Нобелевской премии за открытие радиоактивности и открытие элементов полония и радия. Мария Кюри вложила в создание рентгеновских аппаратов почти все средства от обеих Нобелевских премий. Маргарет Гамильтон возглавила группу инженеров-программистов космического проекта НАСА «Аполлон». Самой известной стала фотография с Маргарет рядом с распечаткой программного кода, который она написала. Анна Франк. Дневник еврейской девочки с достоверными фактами об ужасах Второй мировой войны стал одним из 35 объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Анна Василики Аслан, знаменитая женщина-врач из Румынии, которая основала первый в мире институт геронтологии и гериатрии, это изучение процессов старения. Аслан была первой, кто отметил, что решающую роль в игре питания играет питание экологически чистыми продуктами, много физической активности и, конечно, чистый воздух. Берта фон Зунтер. В 1889 году Берта фон Зунтер выступила в роли автора книги «Долой оружие». Книгу прочел сам Нобель, связался с Бертой и пообещал ей учредить новую номинацию своей премии – премию мира. Именно Берта стала первым лауреатом в этой номинации и второй женщиной в истории, удостоившейся столь высокой награды. Амелия Эрхарт – первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан. Амелия, к тому же, была весьма одарена литературно. Ее перу принадлежит несколько книг-бестселлеров о полетах и жизни летчиков. Считается, что Амелия открыла женщинам путь в авиацию. Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза, кандидат технических наук, профессор и 10-й космонавт мира. Несмотря на очень непростой полет и негативную реакцию ученых на сам факт отправки в космос женщин, после полета Терешковой право на работу в космических отрядах закрепилось за представительницами прекрасного пола. И это лишь малая часть имен невероятных женщин, вошедших в историю. Что ж, если слабая половина человечества способна круто изменить русло событий, возникает вопрос, так ли слаба женщина? Как принято думать о ней, насколько велики ее возможности? Ответим сегодня в нашей программе. Добрый день, вы смотрите дневное шоу «Канарейки». С днем 8 марта, юные девушки, мудрые дамы. Ну а мы начинаем. 8 марта, безусловно, женский день. Всем ли известно, куда уходят корни этого праздника? Сейчас проверим. Ну, я считаю, больше всего заслуживают поздравления матери, естественно. Ну и, конечно, любимые женщины. Ну, насчет того, как он появился, не могу сказать. Я не интересовался. Считаю, что это праздник для вторых половинок, так как 23 февраля – это лишний повод порадовать свою вторую половинку. Думаю, это просто такой маркетинговый ход для того, чтобы с людей деньги содрать на какие-нибудь бесполезные подарки. Я же говорю, там цветы, не цветы. А 8 марта, мне кажется, еще один повод, чтобы порадовать женский пол. Прекрасный женский пол. Сколько я помню, День международной солидарности трудящихся женщин. Я не знаю, как он появился, но посвящен женщинам, как родителям, как родительницам. Женщинам,
я так считаю. Женщинам, наверное, девушкам, девочкам, всем. Насколько я знаю, женщины в Америке, которые работали на заводах и фабриках, начали бороться за улучшение условий. Потом была еще какая-то история, и после этого 8 марта был провозглашен как день, женский международный день за права женщин. А вообще посвящен женскому дню, я так понимаю, уже много-много лет. Вот я сейчас нахожусь в Осетии, и я всегда говорю, все равно самые красивые женщины во Владикавказе. Пусть меня ругают, кто хочет, россияне, украинцы. Да, везде красивый народ. Но самый красивый народ, я говорю как дизайнер по имиджмейкеру Жорж Ровалс, говорю, что самые красивые женщины народ – это во Владикавказе. И я поздравляю вас с праздником цветов, праздников радости и улыбки. И, дорогие мужчины, берегите ваших дорогих женщин. В 1405 году книгу о граде женском Кристины Пизанской, утверждавшую право женщин на образование и участие в политической жизни, ее современники просто не заметили. Француженке Олимпии де Гуш, автору Декларации прав женщин и гражданки, повезло еще меньше. Ее и вовсе казнили. А в 1804 году император Наполеон в своем кодексе подчеркнул, что женщины не имеют гражданских прав и находятся под опекой мужчины. В 1910 году Клара Цеткин предложила отмечать Международный день борьбы за права женщин. Идея прижилась спустя 67 лет. И в 1977 году Организация Объединенных Наций объявила 8 марта Международным женским днем, но слово «борьба» из названия праздника исчезло. Хотя порой в современном мире женщинам приходится отстаивать свою независимость. А вот как нам расскажет основательница Северо-Осетинского движения против насилия в семье «Хота», автор проекта «Имя Роза» Агунда Бекоева. Здравствуйте. Здравствуйте, Агунда. Спасибо вам большое, что вы пришли в этот прекрасный день. Мы вас поздравляем с праздником. Спасибо. Желаем вам взаимно всегда цвести, оставаться такой же красивой, прекрасной. Это вам. Спасибо. Поднимем настроение. Да. Агунда, Интересно. расскажите нам, пожалуйста, о том, какую идею продвигает движение «Хота». Да на самом деле Хота начиналось не как какое-то идеологическое движение. Идея была очень простая. Идея бороться с насилием в семьях, потому что это такой особый вид насилия. Очень многие спрашивают, а зачем его вообще выделять? И опыт жизни, опыт нашего законодательства показал, что насилие, которое происходит в семьях, это явление, которое происходит по своим законам. То есть законодательно, если насилие произошло между незнакомыми людьми и между родственниками, это будут совершенно разные истории. И женщины, и дети, и старики – это вот очень незащищенные категории, которые наиболее страдают от насилия в семьях. Но вот если мы сейчас говорим о дискредитации женщины как личности в семье, то в чем заключается вот такое давление на женщин? Это очень разные истории бывают. Знаете, как все семьи несчастливы по-своему бывают. 2,5 года назад мы начали этот проект, и за 2,5 года мы получили очень много писем. Там счет уже идет под 200. И многие письма были о рукоприкладстве, многие были о том, что там есть какие-то проблемы с алкоголем, с наркоманией, либо это было так называемое экономическое насилие, то есть как бы физического насилия нет, но у человека там отбирают деньги или кредиты на него оформляют. Манипуляция, или детские, да? То есть это очень разные истории бывают. Но мы сейчас говорим про пределы нашей республики, да? Да, мы говорим про Осетию в основном. То есть наша страница, там сейчас 1007 подписчиков, и в основном наша аудитория – это Северная Осетия. Скажите, Агунда, вы в одном из интервью говорили, что современная осетинская женщина – это такой очень хороший пример дисбаланса количества обязанностей и прав. А в чем это заключается? Что вы имели в виду под этим? Да, на самом деле, это тоже очень простая мысль о том, что
если так более глобально рассуждать, что мы сейчас находимся на таком культурном изломе, и с одной стороны у женщины появились обязанности, которых не было в традиционном обществе, то есть обязанность тянуть на себе лямку, работать, а с другой стороны осталось и все то, что было раньше, то есть... То есть, если такой вот работа какой-то раньше... странный гибрид получается. То есть, если раньше работа касалась только, допустим, дома и детей, сейчас они вынуждены еще и зарабатывать деньги. Вы это имеете в виду? Да. И получается, что двойная нагрузка на женщину. Совершенно тройная, четверная, это очень много нагрузки на самом деле. Но вот с такими жалобами обращаются к вам, да, женщины иногда? Вот как выровнять такую ситуацию? Что вы делаете в этом случае? Как помогаете? Ой, сейчас... То есть, если нет рукоприкладства? Знаете как, мне бы хотелось, конечно, сейчас вам начать рассказывать, как многим мы помогли и сколько мы добились за 2,5 года. Да, действительно, многие люди увидели надежду в этом проекте, увидели способ хотя бы с кем-то поговорить, выговориться. Но почему, в чем проблема с тем, чтобы помогать таким людям? Проблема в том, что мы живем в государстве насилия. И если мы пытаемся бороться с насилием, то на стороне агрессоров находится такой единомышленник, как само государство и само законодательство. То есть у нас до сих пор в стране уже лет 20, наверное, мурыжат проект о домашнем насилии. У нас нет такой вещи, как охранный ордер. Если вы, конечно, смотрите какие-то фильмы зарубежные, там часто можно услышать там, запрет на приближение. Там, не приближайся ко мне на расстоянии там, 100 ярдов, не знаю. Значит, в России такого нет, и я считаю, что это огромное упущение, это дыра. Более того, у нас в 2017, по-моему, году произошла декриминализация побоев. Это значит, что супруг или супруга, я не буду говорить, что у нас только женщины страдают, мужчины тоже страдают от насилия. Ну так вот, если произошли побои первые, то человек получает только административку. То есть, если это не повлекло тяжелых последствий для здоровья. То есть, получается, избить жену и неправильно припарковаться – это примерно одинаковые вещи в нашем государстве. Чем мы пытаемся помочь? Сначала были попытки действительно на таком порыве, я очень переживала, многие люди писали, очень много писем пришло именно в первые дни. Конечно, хотелось всем помочь. Потом я немножко остепенилась, потому что поняла, что у меня нет этого ресурса. Почему я вам только что объясняла? Потому что полиция бессильна, как правило. То есть человека должны буквально убить, чтобы что-то произошло. То есть желание есть помочь, а инструментов пока нет? Да. Я несколько раз ввязывалась в истории кризисной помощи. Последняя произошла даже в прошлом году. Я помогала здесь укрывать одну девушку из соседней республики. Я вам скажу, это был очень неприятный опыт. Это вообще не весело. И бессилие – это то, что ты чувствуешь постоянно, когда ты пытаешься помочь. Поэтому в какой-то момент я поняла, что надо заниматься хотя бы каким-то просветительством. И в последние месяцы мы решили больше переключиться на формат именно просветительского проекта, то есть писать памятки, объяснять законы, давать советы по тому, как себя обезопасить, как понять, что у человека какие-то есть абьюзивные наклонности. И работа продолжается, и я думаю, что будем продолжать такую деятельность. Агунда, но все-таки сегодня очень такой приятный, позитивный день, и хотелось бы сказать, что на нашем канале у вас готовится проект «Имя Роза». Давайте немножечко так осветим, что это такое, чему он будет посвящен, о чем вы будете там говорить. Ой, «Имя Розы» — это моя отдушина, это моя радость, потому что тема насилия, она очень утомляет, конечно, и в какой-то момент я захотела сделать что-то, что меня будет радовать и какое-то интеллектуальное насыщение мне давать. И я решила сделать проект, который посвятила женщинам в Осетии, в истории Осетии, в ее современности. Изначально это был мой блог в Телеграме, он и сейчас есть. Я там в основном писала какие-то заметки и статьи. И мы переговорили с Ириной Каргиновой, спасибо ей большое. Она предложила все это превратить в телепроект. Посмотрим, что из этого получится.
Что ж, ну я думаю, что это очень амбициозно, очень здорово, что такие проблемы будут освещаться и на И телевидении. я надеюсь, что этот проект поможет разрешить ситуацию в нашей республике, которая касается Особенно, насилия, да, в семье. Спасибо вам большое за интересную беседу, за встречу. Спасибо вам. Да, мы желаем вам процветания, но еще мы желаем, чтобы обращений все-таки к вам стало гораздо меньше, чтобы у Это нас, самое лучшее. у нас в желание. республике все-таки процветал мир, доброта и как можно больше все это создавалось. Дай бог. Спасибо вам большое, а у нас короткая реклама, не переключайтесь. Вик, я знаешь, о чем подумала? Вот мы с тобой обе мамы, и порой делимся своим опытом, впечатлениями о том, как воспитывать и как иногда вести себя со своими детьми. Да, на самом деле вопросов так много возникает в течение вот этого периода, когда ребенок растет, там то школа, то гардероб, друзья, и чем больше детей, тем больше вопросов, и чем старше дети, тем вопросы серьезнее. На самом деле тяжело это все представить. В общем, чем дальше, тем все удваивается, утраивается и так далее. И даже невероятно и сложно представить хотя бы на минутку, что у меня их стало в 2 раза больше. Я тоже не могу представить себе, у меня пока один. Да, вот наша гостья очень хорошо представляет, что значит быть многодетной мамой, потому что в ее доме, наверное, всегда такая невероятная атмосфера, смех, шум, и она к этому ко всему уже привыкла. Альбина Дзаблаева у нас в студии. Здравствуйте. Мы вас поздравляем с 8 марта. Да, мы вам желаем красоты, добра и мира. Я думаю, что сейчас это как никогда актуально. Невероятно красивая многодетная мать. Спасибо. Ну расскажите нам всем, сколько же у вас деток? Если вы позволите, я хочу, конечно же, в вашем лице всех женщин поздравить с этим прекрасным днем, днем весны и любви. Это женский праздник. Я думаю, что каждый день для женщины должен быть как праздник. Вот. Поэтому поздравляю вас, желаю вам любвеобильной жизни. Здорово, спасибо большое. Но вы согласны с тем, что женщина отчасти должна создавать праздник сама, в душе? Я считаю, что женщина уже праздник, да, потому что женщина – это любовь, это нежность. Бог создал мужчину и дал в помощницу женщину, да, Еву, мы знаем. Вот, поэтому это великое предназначение для каждой женщины быть матерью, быть помощницей, быть другом. У нас и хранительница очага домашнего. Конечно. Альбина, сколькикратная мама вы? Я 9-кратная мама, бабушка 3 внучек. Но на подходе, дай бог, еще 2 внука ожидаем. Какая прелесть. Альбин, вот вы расскажите, поделитесь с нами секретом, где вы находите столько сил, во-первых, быть не только многодетной матерью, хозяйкой, но еще и помогать другим многодетным матерям. Это же другая немного грань вашей жизни. Да, у меня жизнь очень насыщенная, интересная, и наверное, уже все знают, каждый раз говорю об этом, что у меня был период, когда моя жизнь была посвящена только семье, только детям, их воспитанию. То есть у меня детки все ходили и на спорт, и на музыку. И считаю, что родители должны учить своих детей музыке, потому что музыка воспитывает прекрасных детей, прекрасных, но никак не может, чтобы музыка воспитывала плохих детей. Ну, конечно, это же искусство. А как вам удавалось уделять внимание всем детям? У меня прекрасный супруг, прекрасная у меня была бабуля Галина Базыровна. Они мне очень помогали, конечно. Ну, мы с Жориком, с Георгием Михайловичем, это наша обязанность, это наше призвание быть родителями.
И я часто говорю, что долг родителя заключается в достойном воспитании своих детей, потому что дети – это наше будущее. Дети выносят в общество, в школу, к своим друзьям, на улицу то, что чем они питаются в семье. Поэтому это очень важно. А вы согласны с тем, что в многодетных семьях зачастую старшие уже занимаются воспитанием младших, и с мамы часть обязанностей переходит на детей? Да, конечно, согласна. Да, у меня делегируете, да? Конечно. У меня старшая дочка, она была моей правой рукой и до сих пор ею является. Ну, потом второй мальчик, правда, сын у меня с 5 класса обучался в Суворовском училище, но все равно, девочки все-таки вот больше как-то помогали. Но мне кажется, что младшие еще и пример берут со старших. Да. Поэтому, наверное, нужно вот в старших все возможное хорошее вложить, чтобы они потом это передавали уже своим младшим братьям и сестрам. Да, было такое. Я даже помню, что второй вот Заурбек Индиру научил читать по слогам. У нас Индира, из-за того, что Заур с ней очень занимался так вот плодотворно, она и читала уже в 3 года, она уже по слогам читала у нас, и также и другие дети. Они друг с другом занимались. Как справляться с проблемой уделить внимание всем детям? Потому что я так понимаю, что между ними у вас небольшая разница, Да. и каждый из них требует вашего особенного внимания как мамы. Конечно, бабушка, папа, Да, это все общение, хорошо, участие. но мама – это мама. И я думаю, что всем хочется получить одинаково ласки, тепла, заботы, внимания. Да, Они не согласна. ревнуют? И ревновали, конечно, и это большой минус. Хочу заметить, в многодетных семьях, потому что одновременно нельзя всем уделить внимание. Нельзя. Но вот как чуть выше мы отмечали, старшие дети подрастали, они понимали и занятость, и усталость мамы, и они замещали своих родителей. Прекрасно. Хотя я 20 лет дома просидела и занималась воспитанием Вот хотела детей. как раз спросить, как вам удалось за 20 лет, тотально погрузившись в семейную жизнь и уделяя внимание своим детям, полностью в них не раствориться и остаться интересной личностью и заниматься какой-то своей работой, которая вас Хочу развивает? сказать, что вообще смысл, на мой взгляд, конечно, это сугубо личное мое мнение, что наша жизнь вообще основывается на доброте и любви. То есть без любви нельзя жить. Если человек не творит добро, то куда? Конец этого человека куда придет? Поэтому я благодарю Бога, конечно, все, что у меня есть, все, чего я добилась, я безмерно благодарна Богу за то, что Он мне даровал столько сил, столько любви, столько терпения. И, конечно, мы с моим супругом достойно пронесли вот этот период нашей жизни. Сейчас мы, конечно же, пожинаем плоды. А как мы пришли к такому моменту, что мы решили еще заниматься такими же многодетными семьями? Это в 2007 году было. Мы решили открыть организацию по многодетным семьям, и, слава Богу, все очень успешно и плодотворно до сегодняшнего дня мы работаем. А расскажите, чем занимается организация? Организация занимается многодетными малоимущими семьями. То есть здесь у нас даже семьи, которые не многодетные, но они попали в трудную жизненную ситуацию, и мы их берем на учет. То есть у нас есть своя картотека, свои категории, и по их заявлениям мы сами очень часто мониторим семьи. Мы видим, кто в чем нуждается, и
Вот помогаем. Если вы позволите, я приведу один такой пример. Конечно. Значит, мы выехали на мониторинг в село Лискен, Иравский район. И там есть семья, которая кормильца потерял, 6 детей осиротели. Они строят дом. Но мы попросили, походатайствовали, и наши друзья, меценаты, благодаря вот Юлии Серых, это настолько замечательный человек, что этот человек никогда не проходит мимо чужой беды, чужого горя. Это просто уникальный человек, просто подарок, наверное, от Бога. И вот благодаря ей мы закупили стройматериал. Сейчас вот у нас на этой неделе будет выезд, отвезем. Здорово. Да. Да, спасибо большое вам, Альбин, что вы нашли время в этот прекрасный день. Я думаю, у вас сегодня очень много внимания со стороны вашей семьи, родственников, близких, а вы вот пришли к нам. Нам очень приятно, мы вас поздравляем еще раз с праздником. Спасибо вам большое. Светите также дальше, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Чтобы все у вас было хорошо и у вас, и у ваших Благодарю близких. вас. Продолжение этой темы. В современном обществе самый частый совет женщине – это прислушаться к себе и своим желаниям. Но мне, как женщине, это кажется таким сложным, потому что утром мы хотим одно, днем мы хотим совершенно другое, вечером снова первое и новую сумочку. Вот. И кто же нашелся тот, кто точно знает, чего хотят женщины? Давайте узнаем запрос. Я считаю, что женщины хотят сегодня любви, заботы, поддержки и опоры, наверное. Я считаю, что сегодня женщины, девушки, дамы хотят любви от своих вторых половинок, потому что в наше время, кроме любви и верности, ничего не надо. Денег, много денег, каких-то бесполезных подарков, типа цветов, которые потом завянут. Может, было бы справедливо, если бы мужчины могли дарить женщинам, не знаю, там, носки, там, бритву, там, пену для бритвы. Вы понимаете, о чем я? Ну, я не знаю, чтобы радовало кто-то, наверное. Любви, внимания. Что еще? Ну, думаю, все. Счастья, здоровья, своих родных, близких, детей, главное. Счастье, все хотят счастья. Быть успешными. Современные девушки хотят быть успешными. Думаю, что любой подарок, который будет подарен женщине, будет приятен. Это же слабый пол, они хотят такое сильная такая поддержка от мужчин хороших, понимаешь? А это сейчас очень редко. В нашем сознании у героизма есть вполне определенный смысл, но мы не задумываемся о том, что герои могут быть абсолютно разными. В том числе сейчас пойдет речь и о заботе о детях с ограниченными возможностями. И сегодня у нас в гостях человек, который практически каждый день сталкивается с проявлениями настоящей силы слабого пола. Алена Романова легко могла бы стать популярным семейным или же женским психологом, но свои знания и опыт она решила направить совсем в иное русло. Хотя она, как никто другой, связана и с семьями, и с женщинами. Алена – директор Центра психологической диагностики и консультирования СОГУ, соучредитель Центра поддержки семьи и детства «Гармония». Здравствуйте, Здравствуйте. Алена. А что вы так сияете, Алена? Потому что праздник. С праздником вас. Невероятно. Спасибо большое. Смутили? Ну, как-то смутили. Так мы же о вас говорим. Мы говорим о вас, о том, просто чем вы занимаетесь. Вам нужно, наверное, иногда слушать это со стороны. Да, Вот, мы вас возможно. поздравляем расскажите. с праздником. Желаем вам сиять так же, как сегодня, всегда, чтобы ваша прекрасная улыбка украшала весь наш мир каждый день. Спасибо, спасибо, прекрасно, спасибо. Чем занимаетесь? Расскажите подробно, чтобы уже все имели представление о вашей работе. Технически это, наверное, рассказывать не очень интересно, чем я занимаюсь в моем представлении и в том, как я вижу свою роль в разных проектах, которые я делаю. Мне кажется, я учусь и немножко научилась этому видеть безграничные возможности человека и каким-то образом создавать вокруг среду так, чтобы эти возможности были реализованы. Может быть, Вы так это говорите, как будто это все так просто, а на самом деле это же Мне кажется, это колоссальный потому, труд. что Алена любит свою работу.
Да, я Ты очень в люблю первую свою очередь, работу, это поэтому правда. так говорит, Но как будто так. Вы пытаетесь изменить систему или внедрить свою, потому что системы образования, которая предполагает инклюзивные классы, у нас она еще не разработана, ее нет, в принципе, да, в Осетии? Она у нас есть в таком Но не развита. зачаточном Да. виде. Да. Что я пытаюсь сделать? Наверное, изменить систему, я в это уже давно не верю. Я пытаюсь со своими единомышленниками, людьми, которые разделяют мою ценность, детьми, которые хотят быть и делают все для того, чтобы быть рядом со своими сверстниками, внести в эту упорядоченную структуру некоторую жизнь. И, как это ни странно звучит, свободу. Потому Что значит жизнь? Жизнь — это значит история про то, что если мы говорим про инклюзию и про инклюзивное образование, мы не можем использовать одинаковые требования ко всем. А для меня одинаковые требования — в этом мало жизни. И дети про это говорят, и школы сейчас на себе чувствуют. Что нужно для того, чтобы ребенок с особенностями появился в школе или в классе? Нужно увидеть другого, увидеть его интерес, увидеть его дисфункцию, не хочется использовать такие научные слова, увидеть то, что у него не получается, да, и подумать, чем именно мы можем поддержать, и как дать возможность человеку проявиться, научиться, случиться. И в этом смысле я считаю, что это жизнь, потому что это точно уход от одинаковых требований, это точно уход от одинаковых условий, это точно уход от одинаковых даже инструкций. Если мы говорим про инклюзию, чувствую себя на уроке. Если мы, вы спросили, я отвечаю. Если мы говорим про инклюзию, то здесь важно, чтобы каждый видел свои потребности, и тогда он только может увидеть потребности другого. Если этого нет, инклюзия невозможна. И в этом смысле это прекрасно в плане изменения системы, и очень сложно тоже в этом же ключе, потому что систему приходится... Но каких результатов вам уже удалось достигнуть? Вы создаете какие-то инклюзивные классы, вы отправляете учеников с особенностями в стандартные классы обычного формата. Как это все происходит? С тьюторами работаете? Образ мой и фамилия моя во многом ассоциируются с развитием инклюзивного образования. Прямо сейчас я уже не имею непосредственного отношения к тому, что происходит. Я могу сказать, с чего мы начинали и что сейчас есть, из того, что мы сделали. Мы вместе с родительской организацией родителей детей с аутизмом открывали в нашей прекрасной республике так называемые ресурсные классы. Это технология. На тот момент она даже не была переведена на русский язык. Мы начинали этот проект совместно с 2 московскими школами. Нам тогда очень повезло. В нас поверили, нам разрешили. Это технологии, которые позволяют детям с аутизмом обучаться в обычном массовом классе. И если вы спросите у меня, каких результатов мы достигли, я не назову сотни цифр, но я назову цифры, за каждой цифрой, которой стоит конкретный ребенок с мамой, иногда с папой, точно с бабушкой и с друзьями. И заметный результат, да? Потрясающие результаты, невероятные результаты. Результаты, которые говорят о том, что из наших 3 проектов, которые сейчас реализуются в республике, да, ресурсных классов, 2 больших ресурсных классов и 1 поддержка в саду, у нас 4, 5, 6 детей уже без поддержки учатся. То есть вы должны понимать, что когда я говорю у нас, там, дети в наших проектах, выбор между семьями стоял такой: либо мы рискуем и идем с поддержкой в ресурсный класс, либо ребенок никогда нигде обучаться не будет. Вы должны понимать, что выбор такой. И вот мы рискнули, пошли в ресурсный класс, и сейчас они учатся так же, как и все остальные, уже без поддержки. Есть дети, да, в 7 классе у нас дети, в 6, в 5. Они справляются, там, конечно, всегда есть особенность речевого развития, где-то нужно больше поддержки от педагогов, но это дети, которые сами наравне со всеми остальными сверстниками прекрасно, даже в оценочном смысле, в плане получения оценок и когнитивных знаний, учатся вместе со всеми остальными детьми. Ален, я думаю, что вот тьютер — это такая очень специфическая профессия, и, наверное, не такой уж большой выбор тьютеров у нас в республике. Где вы их берете? Или, может быть, вы их обучаете? Или вы просто находите таких добрых людей? Мы их взращиваем. Сами взращиваете? Да. Всех специалистов приходится взращивать самим. Специалисты — это мамочки?
Иногда это бывают мамы, иногда это студенты, иногда это люди, которые где-то что-то прочитали, услышали по касательной задела их темы. Ну, то есть совершенно добровольно, да, это дело? Конечно, такое, добровольно. волонтерство? Я так понимаю, сейчас проводится такая работа на ощупь. Нет, мы точно понимаем структуры, мы точно понимаем, как это работает, мы ограничены в ресурсах, и в этом смысле такое маленькое количество, да, мы не говорим, что мы там на всю республику зашли. Мы точно знаем, как это работает, мы знаем, как это работает с точки зрения науки, с точки зрения технологий, с точки зрения социальных процессов в школах и в детских садах. Но пока... Ну, вы знаете, в прошлом году без нас открыла еще одна родительская организация, классно. Вы спрашивали про Мадину. Мадина открыла класс. Да. И мне очень радостно. Вы сотрудничаете, вы пересекаетесь друг с другом, конечно, пересекаемся. Мне очень радостно, что появляется много разных мест, которые одновременно... Потому что плохо, когда ты один в этой сфере, сам себе и друг, и критик, и поддержка. Хорошо, когда много разных. Алена, какая работа проводится с мамочками? Как вы связываетесь, как вы их поддерживаете? Вообще они нуждаются в поддержке или нет? Мне кажется, это если вот говорить о героизме, да, родителей, в чем он заключается? Он заключается, может быть, сейчас я скажу непраздничные слова, вы спрашиваете и отвечаем. На мой взгляд, в моем представлении, в моем видении, героизм родителя, который воспитывает ребенка с особенностями развития, это встреча, ежедневная встреча с бесконечной любовью к своему ребенку и бесконечной болью. Когда вы смотрите на своих детей, когда вы смотрите там, на племянников, не знаю, есть у вас дети или нет, когда вы смотрите на маленьких детей, вы наполняетесь радостью, вы смотрите с любовью, вы думаете, боже, какое умиление, как прекрасно петь это сейчас там и дальше. Когда это делает родитель особого ребенка, у него остается тоже умиление, но это всегда бесконечная боль. И в этом смысле, мне кажется, справиться с этим может не каждый, а тот, кто справляется, он вызывает у меня восхищение. Могу ли я чем-то помочь? Всегда, чем я могу помочь, я это делаю и поддерживаю, помогаю. Что я могу сделать? Я могу разговаривать, я могу объяснять, я могу учить правильному взаимодействию, я могу показывать, как зеркало со стороны, что происходит и что можно поменять. Я могу иногда сильно нахмурить брови и сказать: Марья Ивановна, ничего не знаю, вам сейчас надо взять себя в руки и сделать такую устроить, да? О, да. То есть каждому свой подход. Могу. Один и тот же подход ко всем в разное время. Алена, ну вот сейчас, я думаю, было бы хорошо, если бы вы обратились к тем самым мамам, которые, наверное, очень нуждаются в вашей поддержке и сказали какие-то очень добрые такие слова, которые им помогут. Поддержки... Я уверена, что они и без меня прекрасно все справятся, и я счастлива, что мне иногда достается большой кусок доверия, иногда мне оказывается это доверие. Например, на прошлой неделе такое удивительное в гармонии событие случилось, что я счастлива была быть свидетелем того, что на моих глазах случилось чудо. Какое? Я не очень религиозный человек, я не очень верю в такие категории, но когда я вижу, что невозможное, с точки зрения физиологии это невозможно, с точки зрения психологии это невозможно. Невозможно. Если бы я читала такой кейс про ребенка, условно, там, 3-летнего с такими поражениями мозга, я бы сказала, это невозможно, дорогие студенты, дорогие родители. А ребенок, который точно не должен никогда говорить, заговорил. И это чудо. А что повлияло? 24 часа работы на протяжении 3 лет. Мамы. И мамы, и папы, и специалистов, и вот так, всех. Поэтому никогда не нужно опускать руки, да? Нужно всегда И вы говорите, я могу помочь. Нет, это люди, к которым я прихожу, и которые возвращают мне веру в человечество, веру в прекрасное. Ой, Алена, какая вы классная. Да, спасибо вам за ваше доброе сердце. Спасибо большое. Спасибо вам. Еще раз вас с праздником. Да, дарите дальше тепло, надежду, главное, и веру в любовь. Я думаю, что сейчас это очень актуально. Это сейчас моя самая любимая тема — любовь. Да? Будем жить с любовью. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо. Помогать другим — одно из главных предназначений женщины, делать мир добрее, красивее. Это главная задача волонтеров, которые мотивируют женщин-добровольцев в Северной Осетии. Давайте посмотрим о них из нашего сюжета. В последние годы в России активно развивается волонтерское движение.
На сегодняшний день уже около 7,5 миллионов человек являются добровольцами в нашей стране, а число благотворительных организаций только растет. Мы попытались разобраться, что движет людьми, готовыми тратить личное время на помощь посторонним. Наверное, люди приходят в волонтерскую деятельность, потому что они неравнодушны, они хотят помочь, и тем самым они, скорее всего, удовлетворяют свои какие-то моральные потребности, помогая людям и организуя мероприятия или проводя различные добровольческие акции. Сферы, в которых работают волонтеры, не ограничены. Это может быть социальная поддержка, помощь детским домам, престарелым, бездомным животным, организация гуманитарной помощи, добровольное участие в поисках пропавших людей, в международных соревнованиях. В общем, занимаются абсолютно всем и, самое главное, безвозмездно. Во время пандемии клуб «Мы вместе» активно работал, и это уже показало то, что мы помогали людям, мы делали во благо, спасали. И данная ситуация, которая сейчас происходит в стране, в принципе в мире, тоже говорит о том, что нам нужно сплотиться, а не просто сидеть дома и смотреть на ситуацию со стороны. То есть любая помощь, любой вопрос, который я могу задать человеку, нужно ли вам это и чем я могу вам помочь, это уже такая добровольная поддержка от меня. Чаще всего волонтерами становятся люди, которые хотят чувствовать свою причастность в кризисных ситуациях, делиться опытом и знаниями, или просто не могут оставаться в стороне и наблюдать за несчастьем других. Когда я делаю что-то благое для человека, и человек в ответ хотя бы улыбается мне, то для меня это эмоционально очень подстегивает идти дальше. То есть я понимаю, что сегодня я хоть на 1% сделала какую-то благую, приятную для собеседника или для моего товарища вещь. Стоит отметить, что по статистике волонтеров женщин гораздо больше, чем мужчин. Светлана Шахвердян стала волонтером несколько лет назад. Как признается сама, причиной послужили ее друзья-добровольцы, которые замотивировали творить добрые дела. С тех пор она работает в фонде «Быть добру», помогая в организации различных проектов. Проект «Вешалка добра», ему уже почти 5 месяцев. Уже очень много семей получили помощь здесь. Это как детская одежда, также взрослая, подростковая, школьная форма, обувь. В принципе, любую одежду приходят и получают. Цель проекта – помочь нуждающимся людям получить именно ту одежду, которую им будет приятно получать. Вся эта одежда новая или в очень хорошем состоянии. Волонтер признается, что самая главная награда – улыбка людей, которым она помогает. Очень важно относиться с пониманием ко всем, кому организация оказывает помощь, ведь взрослые служат примером для подрастающего поколения. Прививать им чувство любви и солидарности к окружающему миру. Этим занимаются волонтерские организации для школьников. Письма, которые я держу в руках, написали дети с образовательной школы номер 2, станица Архонская. И в этих словах, в этом тексте невероятная поддержка. Они ведь не знают, кто приедет. Они просто написали это от души. И вот это вот добровольческое начало самых, так сказать, школьных, со школьной скамьи, это очень позволяет нам понять, что добровольчество, оно развивается, и что даже детям не безразлично, что будет с соседом по парте или с той же девочки с ДНР, ЛНР, которые к нам приедут. В этот непростой для мира период волонтерам самим приходится нелегко. Спасением для них является их же добровольческая деятельность. Ведь помогая другим, понимаешь, что делаешь доброе дело. Элина Кисаева, Ольга Абаева, Ахсар Тибилов, Георгий Хистанов для программы «Канарейки». Женщина способна не только подарить жизнь, но и спасти ее в самых тяжелых экстремальных условиях. О профессиональном пути и преданности любимому делу расскажет наша следующая гостья, фельдшер станции скорой помощи села Чермен Альбина Цаболова. Здравствуйте. Альбина, здравствуйте. С праздником вас. Прекрасно выглядите. Чудесный день мы вам желаем. Спасибо огромное. Цвести, как эти цветы, и излучать любовь. Альбин, скажите Спасибо. нам, пожалуйста, вы в профессии более 30 лет? Да, 32 года. Да. Это любовь или привычка? А любовь, скорее всего. Наверное, это призвание, да? Ну да,
То есть вы, наверное, уже как-то вот... Я считаю, что врачами люди должны все-таки рождаться. И учителями тоже. Вы как-то вот почувствовали, что, наверное, вот с самого детства, что должны помогать людям? Ну, Было да, такое? я любила, да, играть в детстве и во врача, и все. И потом уже, когда пошла учиться, уже надо мной смеются, когда я говорю, что я по некоторым больным скучаю. Как свои Бывает родные такое, уже. да. Расскажите, с про- некоторыми настолько близкие отношения складываются, что вы уже продолжаете эти отношения поддерживать? Как семья. Вот у меня некоторые семьи как семья, потому что я, кроме скорой, еще работала на участке. Да. И поэтому вот столько времени. Вот я хотела спросить, насколько мне известно, вы успели сменить несколько профилей, да, и поработать и в детском кабинете, и лаборантом. Расскажите, как это все было и вообще про весь свой карьерный путь. Ну, изначально я училась на медсестру, работала в педиатрическом кабинете, затем перешла в терапевтический кабинет. Потом в 92 году, когда вот события были, не буду называть вот, конфликт, стал вопрос, что открыли скорую помощь. Пункт скорой помощи открыли, и нужны были работники. Вот меня перевели туда, фельдшером. Вот с 92 года я уже вот так на вы попали в скорую да. помощь, да? Но вы там оказались в эпицентре событий. Расскажите, как вам удавалось эмоционально справиться с ситуацией и продолжать помогать, и вот выполнять такую рациональную работу? Ну, знаете, вот когда вот есть вот необходимость помочь, как бы не задумываешься. Ну, вот, например, случай был. Подорвались двое парней, граната взорвалась у них в руках. И в этот момент, когда я приехала, оказывала помощь, это все госпитализировала, все уже приехала. Вот тогда я уже, когда приехала, когда уже привезла в больницу, уже все приехала, уже села, вот тогда у меня уже все... Накрыли эмоции, да? Да. Тогда вы, наверное, уже все осознали, Тогда да, что вот, произошло? а в момент, вот, когда оказываешь помощь, это все... Был Но вы выносили людей, да, вот насколько я знаю, с поля Ну боя? вот прям? был случай у нас, 7 боевиков напали на пост. Ну вот бой завязался, и вот там были раненые. Ну вот из-под обстрела, вот приехала прям, да, из-под обстрела мы вывезли этих раненых. Отъехали буквально там, вот, может, метров 100 и по скорой стреляли даже, да. И вот мы успели чуть-чуть отъехать, и вот... Но у вас инстинкт самозащиты не срабатывает в этот момент? Куда-то спрятаться, Нет. уйти в тень, Нет, знаете, скрыться? Не хвастаюсь, ничего, но нет. Или в состоянии аффекта, Нет, наверное, вот, да, вы скорее делаете всего, то, что да. нужно? Но если взять то, что я смогла вытащить парня килограммов 8-10... Наверное, в такие вот моменты этот организм момент, настолько мобилизуется. Человек, я так думаю, в этот момент не думает об этом. Был случай вот на посту, вот, в Тарском, на полигоне, там взорвался, на мине подорвался автобус, там целая рота. Съехали на смену, и вот эта смена подорвалась. Там вот, да, даже не помню, сколько человек, 7 или 8, они вообще были по кускам. И вот в этот момент тоже, когда мы приехали, уже все, а потом уже, когда садишься, это все-таки отпечаток остается. Это же да. такой стресс. Вот у вас Стресс, ежедневный стресс, особенно в таких тяжелых ситуациях, когда вы сталкиваетесь с ними. Как вы справляетесь? Расскажите, откуда у вас берется этот дух Да героизма? я даже не знаю. Не знаю. Вы же женщина. Вот человек об этом не думает. То есть профессия, она вот Да. прежде всего ваш профессиональный долг. А я еще слышала такое мнение, не знаю, насколько оно правдивое, что у человека, у специалиста со временем все вот эти эмоции немножко притупляются. То есть страха крови уже нет, уже какой-то больше рациональный подход к работе. Там уже, вот когда видишь, что вот надо помочь, Да, все, вот это вот уже инстинктивно, что надо помочь. Даже вот в 92-м году, если можно скажу, вот, ну, уже был обстрел, вот в селе все, и к соседям привезли парня. И, естественно, раненый, а мы даже не знали, кто он. Он просто проезжал, и соседи кто-то
Я ему начала оказывать помощь, и на остинском с ним разговаривала. Оказалось, это был парень ингуш. Он просто ехал откуда-то и попал, он даже не знал, что. И он с таким испугом. И когда оказали помощь, я говорю, ну, какая разница? Больной есть больной. У больного нет ни национальности, ни религиозной принадлежности. Помогли, да? Я вообще для меня больной – это больной, кто бы он ни был. Скажите, а вас пациенты с 8 марта поздравляют? Конечно. А как? Как это бывает? Я вчера была, дежурила. Вот. Ой, вам повезло, Да. здорово. Наверное, такое дежурство Нет. было у вас праздничное, яркое. Ну, не скажу, что яркое, но поздравляют, конечно. В какой дом не зайдешь, везде с праздником, с наступающим. Вот, Но у вас поздравляют, такая конечно. профессия, которая вас заставляет сталкиваться каждый день все-таки с болью, да, определенной. Да. Вот мы вам желаем, чтобы у вас в сердце, несмотря ни на что, на то, что, с чем вы сталкиваетесь ежедневно, все равно в душе была любовь, свет, он от вас исходит. И эта энергетика прям чувствуется. Энергия, которую вы дарите, чтобы она возвращалась. Да, и, естественно, конечно, всем нам мирного неба над головой. Мы вас еще раз поздравляем и благодарим за ваш труд. Да. Ну что ж, одинаковых женщин не существует. Возраст, статус, внешность, профессия. Среди несовпадений есть определенные сходства. Стремление к миру и красоте. Вот ярким примером станут героини нашего сюжета. Свобода женщин – признак социальной свободы, говорила Роза Люксембург. В Осетии представительницы прекрасной половины человечества традиционно выполняли роль хранительниц домашнего очага. Однако были среди них и те, кто не вписывался в гендерные стереотипы, совершая революции и революционные открытия. В небольшом, но богатом на историю селе Ольгинском 134 года назад родилась Роза Кочесова, первая остинская писательница. Родители девочки позаботились об ее образовании. Сначала она училась в Ольгинской школе, а затем во Владикавказском женском приюте. Вдохновленная просмотром пьесы Елбыждыко-Бритаева, Роза вместе с подругами поставила спектакль по мотивам произведения Чернышевского «Что делать?», а затем в 17 лет сочинила двухактную пьесу «Лгун» или «Наш пристав сошел с ума». Считается, что Роза Кочесова одна из первых, кто начал выступать за права женщин Осетии. За свою недолгую жизнь, которая оборвалась в 22 года, она успела сделать немного, но, ворвавшись на небосклон остинской литературы, навсегда осталась яркой звездой. Благодаря деятельности Варвары Григорьевны Шредерс в 1895 году во Владикавказе появилась первая публичная библиотека. Эту инициативу поддержал Коста Хитагуров, который дружил со Шредерс. Учреждение было открыто в здании купца Андреева, что на Александровском проспекте. Первый фонд составлял всего 50 экземпляров. Сейчас же правопреемницей публичной библиотеки стала Национальная научная. Еще одна выдающаяся женщина Осетии – Фатима Бутаева, физик и изобретатель люминесцентных ламп. Она прошла непростой путь от маленькой девочки из Алагира до ученого-физика, педагога и обладателя Сталинской премии. Ей принадлежит ряд открытий и научных статей. А вот первая женщина-профессор из Осетии Ольга Туаева родилась в 1886 году. Филолог и общественник, была активной участницей создания учебников для средних и высших учреждений, заведовала кафедрой остинского языка и литературы. Составительница и редактор двухтомного осетино-русского словаря, участвовала в политической жизни республики, награждена большим количеством медалей за работу и доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Имя Зарифы Елбыждыкоевны Бритаевой знаменито в Осетии не только потому, что она дочь великого остинского драматурга. Народная артистка РСФСР известна своими постановками в Остинском театре. Именно она режиссер легендарного спектакля «Отелло» на осетинском языке, главную роль в котором исполнил Владимир Тхапсаев. Помимо этого, Зарифа Бритаева ставила произведения Мольера, другие шекспировские драмы и, конечно, остинскую классику. В начале 80-х театрального деятеля обвинили в растрате социалистической собственности. Самый гуманный суд вынес приговор – 12 лет лишения свободы. Но благодаря обращениям многих народных артистов СССР и писателя Расула Гамзатова срок сократили до 4,5 лет. Вероника Дударова считается дирижером неограниченного репертуара. Ее имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса за работу на протяжении 50 лет с крупнейшими коллективами. Главный дирижер и художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра осуществила первые записи произведений Тихона Хренникова, Арама Хачатуряна, Георгия Свиридова и Родиона Щедрина.
Звания и награды этой женщины можно перечислять бесконечно. Прима-балерина Большого театра, балетмейстер, хореограф, педагог и народная артистка СССР Светлана Занитмировна Адырхаева начала свой жизненный путь в Хумалаге и стала примером для многих осетинских девочек. За свою карьеру она исполнила десятки партий в таких постановках, как «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Дон Кихот», «Спартак» и «Спящая красавица». Сейчас Светлане Адырхаевой 83, и она до сих пор работает в Большом театре балетмейстером, репетитором. Ее называют королевой осетинского танца. Она одна из самых известных солисток ансамбля «Алан». Альбина Баева – хореограф, педагог и легендарная танцовщица. До сих пор ее исполнение плавного танца считается эталоном. Вместе с государственным ансамблем она объездила полмира, сначала в качестве солистки и уже потом как руководитель. Однако в начале 80-х из-за перипетий в коллективе Альбина Владимировна заболела раком и оставила работу. Но вплоть до самой смерти занималась собственным детищем – ансамблем «Арт». Ну что ж, наша программа подходит к завершению, но праздник продолжается. Дорогие женщины, пусть окружают вас заботой, одаривают цветами и комплиментами круглый год. С вами были Канарейки. До встречи через неделю.